Салям, Руслан. Этот татаро пробует понять. Меня зовут Римма, я учу татарскому. Меня зовут Айнур, я учусь татарскому, поэтому сегодня татары пробуют понять, что буквы Я, Ю и Е в татарском сложнее, чем они кажутся. В общем, Рима, давай сразу начну с вопроса. Я заметил такую вещь, и мы с тобой вместе, кстати, заметили на прошлых подкастах, когда татарские исполнители пытаются название татарских песен написать на латинице, там буквы, получается, Я, Ю и Е раскладываются на две буквы, потому что там Y, потому что Е, да? И дальше какой-то вариант А, О, У или У. И, в общем, вопрос такой. Вот, например, у Дефна есть песня «Елан», и она ее разложила Y, Е, Лан. Но там же ведь, когда мы говорим «Елан», вот это «Е», это получается не с «Е», а с «И». Правильно ли я понимаю, что, получается, каждая из этих букв Е, Я и Ю раскладываются, имеют несколько вариантов нотации? Да, как минимум два. Например, если начать с Я, там есть вариант, когда мы читаем Е, мягко, Егес, бердова, Еки, Якшембе. Ю у нас есть и твердое, и мягкое Юрлан, Юке. А вот с Е там очень интересно. Я как-то посчитала, поняла, что Е читается в 6 разных вариантах. Ну-ка. Давай сначала продемонстрируем с Я. Какие есть варианты вот у нас? Яблоко. Яблоко, ага. Да, ну давай, вот Яки ты сказал. Там будет точно, я слышу точно да? Яки. То есть мы на латинице напишем Y, К, И. А как с твердым какое-то слово есть? Ялкан. Ялкан. Там, то есть мы напишем Y, А, Л, К, О. Ну, понятно. Ялкан. Да. То есть мы, как подсказка, смотрим на предыдущие или на следующие гласные в слове. Если там, например, есть слово «ольяпкаш», а до «я» там идут уже «а», после «ы», то есть, понятно, какой-то ряд гласных. Поэтому мы читаем «я». То есть правило можно сформулировать просто это зависит от сингармонизма. То есть если твердые буквы, вот эти А, О, У, И, то у нас всегда будет Я читается как Я. Да. А если мягкие Ü, то как Я. Да. Окей, давай примеры с Ю. Я уже говорила Юрган. Юрган. Тут точно У слышится. Да. Юрган. Да. Юке. Юке. То есть здесь разложится Y, Ü, К и Э. Юке. Если нет подсказок, этих гласных по бокам, то обычно читается как твердое. Например, ю. Кулымна ю. Слово из одной буквы. Да, потому что там все остальные суффиксы, все окончания будут уже твердые. Юарга, юдым, там башкалар. Или не одиночная там буква, например, ю. Там тоже читается ю через твердый ряд, то есть через у. Вот ты говоришь Y, я говорю и краткое У, Л. По умолчанию, если идет одинокий слог, и там мы видим Ю или Я, оно читается как твердое. И поэтому, чтобы не путаться, когда сокращенная вариация слова «яки», «яйся», есть еще «е». Да. И чтобы его читали сразу как его уже начали писать раздельно. Двумя буквами. Да. И краткое, и да. Я. Да. Я. Мин, я син. Да, мин, яки, син. Ага. Е. Точно. Да. Мы уже ищем какие-то костыли. Нет, почему? Это звучит как правило, а не костыль. То, что в таких случаях приходится их разъединять и писать уже по правилам исключения, мне кажется, это уже чуть-чуть как вспомогательный способ, а не основной. Есть еще одна подстава. Это уже татарский, наверное, уровня С 65. Что когда-нибудь вы тоже доберетесь, например, до вопроса, почему, например, татар мәдәнияте мягкое в конце там яте, мәдәнияте, а татар әдәбияты, әдәбияттан, а там будет твердое. Интересно. Там твердый будет я, хотя там предыдущие гласные все будут мягкие. Но, подожди, әдәбият там пишется я? Там пишется я, читается әдәбият. Но это уже не правило татарского языка, а правило языков происхождения, откуда эти слова пришли. Там они имеют такие или мягкие, или твердые слоги. Я вообще, кстати, будто бы не слышу, когда люди говорят «әдәбият». Ты сейчас первый мне на это указал, я только сейчас такой подумал, но будто бы не слышно, что там «әдәбият».
Как будто бы, ну, точнее, адабият. Я предупредила какой-то уровень татарского. Подожди, маданият? Маданият это мягко. Татар маданият. Да, реально. Bizning madaniyati biz. Маданият. Подожди, а если мы говорим адабият біз, получается, там дальше все твердо пишется в конце? Да. Адабият біз. Суффикс окончания букв. Вау, реально, слушайте, был ауэр. Е. Я обожаю эту букву. Я даже еще пропускаю тот случай, когда мы уже вместо ё пишем е. Давай уже, наверное, упростим, скажем, что ё вообще не татарская буква. То есть у нас нет слов с буквой «е». Татарских слов нет. Ну вот, хотя теоретически могло бы быть типа «ёзак», да? Можно было бы написать через «ё», да? То есть это уже 7-й случай, когда вот в русских словах, которые пришли через русский язык, там должно быть «ё», но мы уже даже по правилам русского языка допускаем, что можно писать через «е», то есть убрать эти точки. Хотя я за то, чтобы они всегда были на месте. И первые 2 случая — это вот то, что ты говоришь, твердое и мягкое, то есть «е» и «е». «Ела», «ерак», «Елан». «елан», мягко «ефек». Ну, кстати, еще «е», когда просто не спереди стоит, а получается между согласных, это просто «э». Вот, до этого тоже дойдет. «Пять», «тава наш соборье». Вообще, блин. Так меня спрашиваешь, будто я говорю, тут у меня... Тиен, например. Тиен. Кстати, тиен, да, Тиен, точно. копейка, ебелка, Е. бегает. Да. Просто бегает белка за нашими спинами, мешает нам снимать. Да, первые 15 минут мы снимали белку, а не подкаст. То есть это были первые 2 случая. Третий — это вот то, что ты говоришь. Если стоит между согласными, то читается как «э». В татарском алфавите такие вот пишется вот буква «э», а потом маленькая строчная «э» и в скобочках «е», потому что «е» внутри слова тоже читается как «э». Давай примеры приведи. Ну, например, вот если мы говорим «эшлим», вначале это «э» такая будет, да? Ну, такая вот «э». А получается внутри, например... Каше. Каше, точно, каше. Не, каше. Там есть 2 буквы «е», но они читаются как «э». Каше. Да. Да. Угу. Это было 4-е. Угу. А теперь посмотрим на закон, который обычно описывает вот этот вот ряд гласных, твердые или мягкие. Но еще есть такой закон, я его называю просто закон буквы «о». То, что «о» всегда доминирует над «ы», который идет следом. «ы» всегда доминирует над «э», который идет следом. Например, «элеш». Например, «пырок». Койрок. «О», «ы», вот это вот «ы» следующее будет читаться как «о». И вот это же правило работает, когда идет после «о» идет следом «е». Масалян. Масаля. «Кое». Колодец. Ну, кое, да. То есть, получается, так как в тиен, но получается кое. То есть... Кое. О читается. О вообще? О, да. О доминирует над «ы», то поэтому оно читается кое. Кое. Да. Прикол. Ну, пишется кое. Да. Если там даже ты по транскрипции писал бы «к», «о», и краткое «ы», потому что это «е», но она все равно читается, должно читаться как «о», потому что «о» влияет на «ы». Как в слове «кырок», я же говорю «о», «ы». «О» влияет на «ы», и следующее «ы» уже будет читаться как «о». Я вообще не понимаю вот в языках этих приколов, особенно в татарском миллион раз меняли алфавиты. И вот когда, например, переходили на очередную новую алифбу, новые буквы, уж можно было убрать исключение, чтобы всем жилось легче. Это не исключение, это просто особенность произношения. То есть у нас речевой аппарат после буквы «о» не сразу выпрямляется. То есть мы продолжаем по инерции еще произносить вот оглубленно гласно. Ну, да, но было бы круто это отразить и в письме, то есть чтобы фонетика, чтобы письмо отражало и фонетику тоже. Как в башкирском, например. В башкирском что слышишь, что и пишешь, что пишешь, что и слышишь. Ура башкирскому алфавиту. Татарский можно было тоже так, на самом деле, продумать, но его, да, упростили будто бы. Ты много чего держишь в уме. Это как, вот, не знаю, как решать задачу по математике или даже по химии. Например, надо помнить, сколько у тебя там этих атомов вошло в уравнение и сколько должно выйти. Дальше продолжаем примерами. Например, тынбайок. Там вообще такой набор. Мне это слово так нравится, потому что тынбайок — кувшинка. Красивый цветок. Слово красивое.
Знаешь, почему так называется, да? Тын. Ну, ночью что-то... Ночью буек грустный. То есть купюнка грустит ночью, закрывается. Буек — Получается, это я значит тоже груз и тын-буек. тоски. Все мы тын-буек. Нет солнца, уже нет настроения. И вот там вот это вот, они разного ряда, эти слова. Ким мягкость, буек тверже, да, классно. Твердо, Да. Да, и вот это «о» влияет на это следующий слог, потому что там получается, что там «и» должно читаться. И вот из-за этого влияния «о» на «и» «е» читается как «ё», «бой-ёп». Тын-буек. О, блядь, тын-буек. Да. О, Это было с «о», а мягкий вариант то же самое. Если первое идет «и», мгм, следующее «е» было читаться как «и», твой «y», потом «и». мгм. Сейчас быстренько пытаюсь придумать пример. Ну, тиен пусть будет. У нас был тиен, сейчас пусть будет тиен. Тиен — это узелок. Узел. Тиен. Без тіні, без хам. Тиен. Два буквы. Які, mesela, sürekli. Sürekli. Жиденький. Нет. Sürekli. Sürekli киши. То есть любимый человек. Я словом сыек перепутал. Саек ты, наверное, перепутал, да? Я предупредил. Вначале есть дисклеймер, я учусь татарскому. Не, мы хорошо идем. Слушай, у меня еще есть такая проблема. Я понял, что из-за того, что наш татарский, где я рос, он немножко отличается, потому что у нас иногда реально в словах меняется сингармонизм. Например, я знаю, что татары в Казани говорят там ябыштырырга, типа, да, клеить. А мы говорим ябыштырырга. То есть все эти же буквы, но мягко. Вот. И таких несколько слов я уже обнаружил, и поэтому мозг тоже не сразу срабатывает. То есть ты сказал вот сиекле, такой, ну, типа. Мне кажется, вариации просто одного и того же слова, потому что у нас говорят и ябыштырырга, и ябыштырырга, и ябыштырырга. То же самое акрын, экрин, ос, эс. Казак. И самый, наверное, гостевой способ — это ну, маленькое «е», в словах, которые пришли через русский язык. Например, если слово «элек», татарское слово «элек», типа раньше, мы читаем «л», «к», «элек». То есть второе у нас будет читаться. А если это слово «электрик», второе Электрик. Татарша. Электрик. Электрик. В таком случае уже читается по-русски. То есть произношение будет тоже из того языка, из которого это слово к нам зашло в гости. Это, кстати, я вообще обожаю вот этот прикол с татарской фонетикой. Она полностью другая. Все гласные другие. И это очень легко вот понять, когда мы берем вот это слово, да, электрик, и читаем по-татарски электрик. Или даже вот взять кит. Но мы не говорим кит в татарском, вообще другая. И кит, Да. и кит. Вообще другое. Я Все сейчас другое. уйду. Китки. А, вот это мы уже обсуждали, которые огубляются вначале, да, не Айнур, а Айнур, не Это очень Алма, интересная Алма. тема. Это очень интересный такой мир такой. Очень интересный мир. А еще когда к нам в комментариях пишут, что у них вот в их регионе местности вообще все по-другому. Это супер интересно, в этом копаться. Я не знаю. У меня такое предложение. Если я не вспомнила все варианты, то есть не все способы произношения этой буквы «е», напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я могла забыть. Я уже счет потеряла. Да, Рима, еще раз большое тебе спасибо, что все мне объяснила. Теперь буду все по полочкам. Я, е, ю, е, ю. И ё вообще нету. Вот это мы запомнили. Зур Ахмед Синя. Большое спасибо. Саублогс, Деслар. Учить татарский с нами в ежедневном легком формате. Подписывайтесь. Вот теперь точно Саублогс.